В сегодняшнем выпуске «Есть мнение» речь пойдет о важном элементе деятельности Шанхайской организации сотрудничества – о молодежном совете ШОС. Он нацелен на развитие международного молодежного сотрудничества в различных областях – от культуры и спорта до вопросов образования и предпринимательства. Более подробно о деятельности организации, в частности о проектах, которые она реализует, нам рассказал председатель молодежного совета ШОС Талайбек Даирбеков. Талайбек, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые вы проводите. Хотелось бы на конкретных примерах. Молодежный совет ШОС работает с 2009 года. В 2009 году состоялась учредительная конференция в городе Екатеринбург Российской Федерации. С тех пор молодежный совет ШОС провел более 70 крупных общественных, молодежных, массовых мероприятий. В их число можно внести такие, как первый форум молодежи стран ШОС, который прошел в Кыргызстане, в городе Чолпонта, на берегу нашей жемчужины. Также можно внести форум лидеров стран ШОС, который ведется под руководством наших друзей с Российской Федерации. Это ежегодные летние лагеря лидеров стран евразийского пространства и ШОС, которые проводятся в различных провинциях Китая. Также хотелось бы отметить первую ассамблею молодежи, которая прошла в год председательствования Кыргызстана и была украшением. Она прошла тоже в КНР на острове Хайнань, город Дунфан. Вот. Также хотелось бы из конкретных проектов отметить идею, которая зародилась на полях форума, посвященная развитию туризма, который мы проводим уже не в первый раз в Кыргызстане. Этим форумом мы хотели бы продвигать не только летние виды туризма в Кыргызстане, также и зимний кластер. У нас есть что показать. И вот на полях одного из таких форумов родился такой проект, как молодая карта молодого человека стран ШОС. То есть эта карта позволяет молодым людям получать скидки. Кыргызская национальная часть выдвинула эту идею, а наши партнеры с Российской Федерации подхватили, взяли ее за реализацию. Сейчас карта переросла в сервис развлечений, создается такая платформа. Я думаю, в этом году уже она ведется как бы на постоянной основе, как проект. Насколько мне известно, Совет поощряет и молодежное предпринимательство. А можно подробнее остановиться на этом вопросе? Мы в молодежном совете поощряем предпринимательство. Я сам как предприниматель стараюсь развивать предпринимательскую жилку у молодежи. И конкретный проект, который также с нашими коллегами из Китая и Российской Федерации родился, это бизнес-инкубаторы. В 2017 году мы провели первый российско-китайский бизнес-инкубатор. После этого в 2018 году китайско-российский. И в этом году, в 2019, мы планируем провести первый российско-кыргызский бизнес-инкубатор, который пройдет в двух городах. По плану это Бишкек и город Казань. На этих бизнес-инкубаторах молодые предприниматели стран России и Кыргызстана будут обсуждать возможности и конкретные реализованные проекты между двумя странами, будут обучаться ведению предпринимательской деятельности, основ, а также искать партнеров в обеих странах для того, чтобы непосредственно реализовывать данные проекты, которые у них уже есть или они планируют. Вот. Я думаю, вот такого рода проекты, которые развивают предпринимательство у молодежи, это за этим будущее. Реализуете ли вы совместные проекты с ЕАЭС? Поскольку у Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза довольно много точек соприкосновения. Что касается евразийского пространства, то я думаю, у ШОС и у евразийского пространства очень большое будущее. Оно сейчас уже есть настоящее, поскольку Кыргызстан является членом евразийского пространства. Со стран ШОС также Казахстан, Армения и Беларусь, они являются в ШОС наблюдателями. Допустим, в молодежном ШОС Беларусь уже 5 лет является наблюдателем, и у нас как бы сложилась такая хорошая, крепкая дружба. В прошлом году мы подписали с Белорусским союзом молодежи меморандум о совместной деятельности, Молодежный общественный совет Кыргызстана.
Вот. Я думаю, нам надо объединяться, нам надо дружить, нам надо строить совместные планы на будущее, находить интересные проекты для совместной реализации. Потому что мы вот видим, находясь здесь в Минске, что мы друг друга понимаем, что у нас общие интересы, и я думаю, есть база, основа для совместной дальнейшей деятельности. Мы будем это делать.